Добрый день, уважаемые участники. Сегодня мы рассматриваем на установочном вебинаре основные положения конкурса, республиканского конкурса «Лучший директор школы». И в рамках нашей сегодняшней встречи мы рассмотрим основные требования, которые предъявляются к конкурсным заданиям разных туров, и рассмотрим те основные положения республиканского конкурса, которые должны быть потенциальными участниками, конечно же, учтены. Мы на данном слайде видим непосредственно нормативные основания проведения республиканского конкурса «Лучший директор школы». Это приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 9 июня 2020 года номер 372, который звучит в данном случае точно так же: проведение республиканского конкурса «Лучший директор школы». Какие же цели и задачи преследует данный конкурс? Их достаточно много, я остановлюсь на некоторых из них. Цели проведения конкурса – это выявление, поддержка и поощрение наиболее талантливых и эффективных руководителей общеобразовательных организаций республики, выявление инновационного опыта в области управления образовательной организацией общего образования, повышение профессионального мастерства посредством участия в конкурсных испытаниях, ну а также, конечно же, привлечение внимания органов исполнительной власти и местного самоуправления, СМИ, общественности к проблематике, связанной непосредственно с управлением образовательными организациями, то есть как раз в контексте актуальности решаемых задач в сфере управления образованием. Вы видите, что конкурс преследует решение достаточно большого количества задач, и поскольку данные задачи у нас все обозначены в положении, то фактически останавливаться на них подробно я не буду, поскольку они, в общем-то, раскрывают содержание основных непосредственно целей. Участники конкурса. Участниками республиканского конкурса могут стать руководители общеобразовательных организаций, я подчеркиваю именно этот тип образовательных организаций, имеющие на момент подачи заявки непрерывный стаж работы в соответствующей должности по последнему месту работы не менее 3 лет. В конкурсе не могут принимать участие победители и призеры конкурса 2018 и 2019 годов. Ну и основанием для участия является, конечно же, добровольность и готовность директора общеобразовательной организации публично представить результаты своей непосредственно управленческой деятельности. Рассмотрим основные сроки проведения конкурса. Конкурс стартует достаточно рано, то есть он уже стартовал 15 июня, и по 31 августа 2020 года осуществляется прием заявок и конкурсных материалов заочного этапа конкурса. Сразу же обращусь к нижней ссылке. Вы видите, для участия в конкурсе участники регистрируются и прикрепляют конкурсный материал заочного этапа по ссылке kiro.ru/директор. С 17 августа, то есть при наличии уже определенных заявок и так далее, если таковые будут до 31 августа, по 11 сентября 2020 года начнется экспертиза конкурсных материалов заочного тура. Еще раз обращу ваше внимание, то есть если до 31 августа подобные материалы уже появятся, для того, чтобы не затягивать, так скажем, процедуру экспертизы, мы начнем ее несколько раньше. После 11 сентября до 17 сентября 2020 года будет осуществляться формирование рейтинговой таблицы по итогам заочного этапа или заочного тура и формирование списка участников очного этапа конкурса. То есть к 17 сентября оргкомитет уже примет решение о составе непосредственно участников очного этапа конкурса, и в этот же день будут направлены непосредственно официальные уведомления и в данном случае и приглашение для участия в очном туре данного конкурса. Очный тур запланирован на 29-30 сентября 2020 года. И далее, обратите, пожалуйста, внимание, награждение победителей и призеров конкурса будет осуществляться в рамках республиканских торжественных мероприятий. Относительно очного этапа проведения данного конкурса мы с вами понимаем, что в сложившейся ситуации потенциально мы будем, конечно же, ожидать, что мы проведем его в
данные сроки, в данный период. Вот. Но если ситуация у нас каким-то образом непосредственно изменится, то всех участников, в данном случае очного этапа, мы уже будем непосредственно извещать и о формате проведения, в данном случае конкурсных испытаний очного тура, о сроках, если они вдруг изменятся, и так далее, и так далее. То есть фактически очный этап конкурса будет проведен с учетом непосредственно всех обстоятельств и условий, которые позволят нам в данном случае завершить этот конкурс в установленные сроки. Любым образом мы всех участников, так или иначе, по итогам заочного тура и, соответственно, приглашения участников очного тура произведем уже в данном случае в середине сентября. Ну и каковы же, собственно, испытания? В данном случае, в соответствии с положением, хочу обратить ваше внимание, что конкурс осуществляется в 2 тура. Это заочный тур, он является предварительным, и материалы заочного тура оргкомитет ожидает до 31 августа 2020 года, я еще раз напоминаю. А очный тур, вы видите, он также включает несколько конкурсных испытаний. От них мы с вами поговорим более подробнее чуть позже, но давайте я их назову. Итак, заочный тур, конкурсное испытание «Я директор». И второе конкурсное испытание «Мои управленческие решения». На очном туре будет предложено пройти конкурсантам 3 испытания. Это конкурсное испытание «Формула успеха», конкурсное испытание «Стратегическое решение» и конкурсное испытание «Разговор с министром». Большая часть и содержательно, и критериально, с точки зрения оценивания результатов и так далее, данных конкурсных испытаний связана как раз с проведением, в данном случае, всероссийского конкурса «Лучший директор школы». Начнем мы с испытаний заочного непосредственно тура. Итак, конкурсное испытание «Я директор». Цель данного конкурсного испытания – это демонстрация, в данном случае, конкурсантам профессиональной компетенции в области о деятельности общеобразовательной организации в контексте профессионально-личностных непосредственно установок. Форматом конкурсного в данном случае испытания является видеоролик-презентация, которая размещена на интернет-ресурсе участника конкурса. Вы видите здесь возможные варианты. Это блог, это веб-страница, это сайт общеобразовательной организации и так далее. Регламент конкурсного испытания, то есть видеоролик-презентация по, в данном случае, временному интервалу до 7 минут. На этом же слайде у вас представлено, что может отражать в данном случае видеоролик-презентация. Видеоролик должен отражать результаты управленческой деятельности конкурсанта и наглядно демонстрировать качество результатов в контексте его профессионально-личностных установок, а также соответствие результатов управленческой деятельности, соответственно, приоритетам как федеральным, так и региональным, приоритетам именно развития образования, запросам местного сообщества, а также запросам обучающихся, непосредственно родителей, законных представителей, концепции развития школы и так далее. Ну и, конечно же, в данном случае на интернет-ресурсе могут быть представлены материалы, содержание которых отражает в целом опыт работы непосредственно конкурсанта и дает представление, собственно, о нем как об эффективном современном руководителе общеобразовательной организации. Оценка данного конкурсного испытания будет осуществляться по ряду критериев, они также представлены на данном слайде. Вы видите, используются 4 критерия. Это форма исполнения, содержательное наполнение, демонстрация управленческих компетенций, наличие личной позиции. Если говорить о форме исполнения, то видеоролик презентации будет оцениваться с точки зрения его оригинальности, в частности, оригинальности сценария, ясности и яркости представления, сочетания материала и образного сопровождения, ну а также форма исполнения будет оцениваться с точки зрения технического исполнения видеоролика презентации. Содержательное наполнение оценивается по соответствию непосредственно представленного материала заданной теме, по фиксацию в представленных материалах собственной управленческой концепции, по наличию, собственно, обсуждения
в данных материалах, результативности деятельности организации и наличие рефлексии своих сильных и непосредственно слабых сторон. Демонстрация управленческих компетенций оценивается по ориентации в данном случае на достижения, эффективные способы взаимодействия с коллективом, в частности, с детьми, с родителями, законными представителями, социумом в целом, то есть с внешней средой, ну а также непосредственно оцениваются организаторские способности конкурсанта. Наличие личной позиции определяется по демонстрации в данном случае личных особенностей, по эмоциональности, по образности речи и так далее, по специфике непосредственно общения, по сути, с аудиторией. Второе конкурсное испытание заочного тура – это мои управленческие решения. И здесь уже главная цель – это, конечно же, демонстрация конкурсантам знаний и практических умений в области, в данном случае, продуктивной письменной коммуникации на определенную профессиональную тему. Данный формат он несколько изменен, поскольку, если мы говорим о прошлом году, то чаще всего использовался жанр эссе, то здесь, в 2020 году, конкурсанту предлагается оформить в данном случае свои какие-то представления, свои решения, управленческие решения в форме публицистической статьи. То есть формат конкурсного испытания – это письменная работа в жанре публицистической статьи. В статье конкурсант формулирует актуальную проблему или проблемы управления образовательной организацией в условиях современного развития образования, дает эмоционально окрашенную оценку этой проблемы, характеризует ее значение для системы образования в целом, для общества и так далее, анализирует причины возникновения проблемы или проблем и предлагает реалистичные, оптимальные пути ее решения с учетом приоритетов, в данном случае в рамках государственной политики, региональной политики в сфере образования и так далее. Свои рассуждения конкурсант может подкреплять фактологическими непосредственно аргументами, ну и, конечно же, демонстрирует определенное, так скажем, обобщение, формулируя их в форме выводов, то есть давая обобщение, прогноз, либо какие-то рекомендации и так далее. Фактологические аргументы могут быть представлены примерами из собственного управленческого опыта. Это может быть ссылка на какие-то нормативно-правовые в данном случае документы. Это может быть непосредственная информация и ссылка на актуальную публицистическую, научную непосредственно литературу. Если говорить в данном случае еще о данном конкурсном испытании, то нужно отметить, что конкурсная работа в жанре публицистической статьи представляет собой прозаический текст, посвященный актуальным общественно значимым вопросам в сфере современного образования. При написании в данном случае статьи допускается использование интернет-ресурсов, и при необходимости в текст статьи могут быть включены таблицы, схемы, диаграммы, фотографии, иллюстрирующие непосредственно содержание статьи. Конкурсные работы по решению жюри, по рекомендации жюри и по решению оргкомитета могут быть непосредственно опубликованы на непосредственно портале «Открытое образование Республики Коми», либо в журнале, в данном случае, «Образование в Республике Коми». Какие же, собственно, критерии используются для оценивания этого конкурсного испытания? Вы видите, что их 4. Это содержательность, аргументированность позиции автора, грамотность и языковые особенности текста и оригинальность суждений непосредственно автора. Содержательность публицистической статьи определяется по непосредственно тому, каким образом представлен контекст деятельности образовательной организации, как описаны проблемы в деятельности руководителя в рамках описанной непосредственно проблемы управления образовательной организацией в целом и так далее. Аргументированность позиции автора определяется по таким характеристикам, как описание принятых управленческих решений, указание их оснований, критика получившихся результатов, да, присутствует рефлексия различных аспектов собственной деятельности и в целом демонстрация в рамках текста критичности мышления. Грамотность и языковые особенности текста в данном случае, посмотрите, пожалуйста, определяются по следующим
характеристикам, когда автор точно, например, выражает мысли, используя разнообразную лексику, различные грамматические конструкции, термины, когда автором соблюдены разные непосредственно нормы, орфографические, пунктуационные, грамматические, речевые и так далее. Относительно оригинальности суждений автора нужно отметить, что оригинальное суждение автора в рамках публицистической статьи будет определяться непосредственно в системе антиплагиатки. Если непосредственно уважаемые потенциальные участники уже знакомы с положением, то данный критерий оценивается будет следующим образом. Оригинальная статья определяется следующим образом. Если менее 50%, то, естественно, по данному критерию конкурсант получит 0 баллов. Если от 50 до 55% 1 балл, от 55 до 60% 2 балла, ну и, соответственно, более 60% 3 балла. Нужно отметить, что большинство непосредственно критериев оценивания конкурсных испытаний у нас как раз находится вот в этой градации 0, 1, 2, 3 балла. Итак, это касается конкурсных заданий и испытаний заочного тура республиканского конкурса «Лучший директор школы», проводимого в 2020 году непосредственно среди директоров общеобразовательных организаций Республики Коми. Напомню, что данный конкурсный материал мы ожидаем до 31 августа 2020 года по той ссылке, которую я вам показал, которая есть в информационных письмах. В данном случае мы еще раз к ней вернемся. Мы ожидаем непосредственно видеоролик до 7 минут и непосредственно описание управленческих решений, которые предпринимались, которые были каким-то образом выполнены директором в рамках публицистической непосредственно статьи. Дальше мы перейдем с вами к рассмотрению тех конкурсных испытаний, которые будут непосредственно в рамках очного тура. Первое конкурсное испытание – это формула успеха. Цель данного испытания заключается в следующем. То есть конкурсанту предлагается продемонстрировать эффективные управленческие практики в ситуации профессионального взаимодействия. То есть здесь представляется непосредственно уже свой личный, наработанный управленческий непосредственно опыт директора. Формат конкурсного испытания – это интерактивная демонстрация конкурсантам элементов профессиональной деятельности. То есть, например, моделей, технологий или, например, методов, средств управления общеобразовательной организацией, которые используются непосредственно конкурсантом и, по его мнению, являются достаточно эффективными при решении самых разнообразных, в том числе управленческих задач. При этом обратите внимание, что оргкомитет предлагает тему, содержание, форму выступления каждому конкурсанту определить самостоятельно до начала очного этапа конкурса. В ходе конкурсного испытания каждый участник представляет применяемые управленческие технологии, методы и средства решения, по сути, управленческих задач с ориентацией на планируемые результаты деятельности, а также непосредственно с учетом требований государственной образовательной политики и с учетом непосредственно факторов внешней и внутренней среды организации. Выступление конкурсанта может непосредственно сопровождаться мультимедийной презентацией или другими средствами, в данном случае подачи информации, которые как раз и содержат описание опыта профессиональной деятельности участника конкурса, а также описание используемых технологий, методов, средств управления общеобразовательной организацией. Если говорить, собственно, об этом, в данном случае, мероприятии, об этом конкурсном испытании, то в соответствии с положением установлен непосредственно регламент. Регламент проведения конкурсного испытания для каждого конкурсанта составляет полчаса. То есть представление опыта с ответами непосредственно на представление опыта до 20 минут и еще 10 минут – это самоанализ и ответы на вопросы членов жюри. То есть в среднем достаточно большой, емкий, так скажем, временной интервал для представления своего управленческого опыта. Какие же критерии, собственно, будут использоваться членами жюри для оценки данного очного непосредственно испытания? Вы видите, что здесь их используется
Также 4 – это актуальность и реалистичность управленческих решений, результативность и практическая применимость управленческого опыта, аргументированность позиции, коммуникативная и информационная культура. И вот в рамках данных 4 критериев, смотрите, пожалуйста, в рамках актуальности и реалистичности управленческих решений, жюри будет обращать непосредственно внимание на такие аспекты, как, например, видение конкурсантам разных путей эффективного решения существующих проблем и значимости решений для образования. Также это возможность распространения и внедрения управленческих решений в практику управления образовательной организацией. Ну и будет оцениваться, в общем-то, потенциал тиражирования тех технологий, моделей, которые в данном случае будет представлять непосредственно конкурсант в рамках своего выступления с точки зрения именно тиражирования, да, для данного типа образовательных организаций. Результативность и практическая применимость управленческого опыта будет оцениваться членами жюри по таким аспектам, как применение технологий, методов, средств управления на практике, ценностный потенциал представленного опыта управленческой деятельности, внесение изменений в практику управления образовательной организацией. То есть именно реальная применимость технологий, в данном случае ценностные основания использования технологий, методов, средств, ну и, конечно же, как меняется в целом или как была изменена практика управления образовательной организацией в силу, например, внутренних факторов, в силу внешних обстоятельств и так далее, и так далее. Аргументированность позиции будет оцениваться членами жюри по таким аспектам, как понятность и конкретность занятой позиции, аргументированность и доказательность, признание возможности других взглядов и мнений по обсуждаемым вопросам, ну и использование иллюстрирующих непосредственно примеров и фактов. То есть здесь как раз мы говорим об апелляции к опыту, к тем реальным фактам, которые связаны с образовательной организацией, которая управляет непосредственно в данном случае конкурсант. Ну и коммуникативная информационная культура, вы видите, что здесь точно так же достаточно большое количество аспектов, по которым будет определяться выступление или оцениваться выступление нашего конкурсанта. То есть это широкий взгляд на существующие проблемы, это умение выделять главное и, соответственно, демонстрация собственной позиции по обсуждаемым вопросам. Это, конечно же, умение вести диалог с аудиторией, понимать суть обсуждаемых проблем, это характеристика ответов на поставленные вопросы, ну и, конечно же, демонстрация таких аспектов речи, как ее грамотность, ясность выражения мысли, владение навыками ораторского мастерства, ну и, конечно же, разнообразие источников и визуализация, в данном случае, информации. Следующее конкурсное испытание очного тура, которое предполагается, оно звучит или называется в данном случае как стратегическое решение. И вот здесь вот в данном случае цель этого испытания – это демонстрация конкурсантам профессиональных компетенций и личностных качеств в области проектирования управленческих решений. Формат данного конкурсного испытания следующий. Это разработка и презентация управленческого проекта по материалам кейса в условиях командного взаимодействия. Форму представления или защиты проекта, проектной группы будут выбирать непосредственно самостоятельно. Относительно данного испытания я хочу непосредственно также сказать или обратить ваше внимание на следующие, в общем-то, моменты. Да? Проект должен быть направлен на решение актуальной проблемной ситуации в области управления общеобразовательной организацией, а также администрирования и обеспечения эффективной деятельности. И вы видите определенные организационные аспекты, то есть кейс представляется конкурсантам в присутствии жюри перед проведением непосредственно жеребьевки. У нас будут созданы по положению две группы, по 3-4 конкурсанта, все будет зависеть от того, сколько непосредственно участников очного этапа у нас с вами будет. Ну и условно, конечно же, у нас в положении зафиксировано не более 8. В данном случае на основании результатов заочного тура оргкомитет примет решение о составе участников очного тура республиканского конкурса «Лучший директор школы». Данные группы формируются по результатам жеребьевки в режиме реального времени, и они в условиях, в данном случае, созданного определенным образом пространства, разрабатывают или создают в данном случае управленческий проект
нацелены на решение проблем. То есть изначально произойдет жеребьевка, объединение непосредственно в команды. Далее командам будет предъявлен непосредственно кейс. Это будет реальный кейс, где будет представлена самая разнообразная информация. И именно в ходе командного взаимодействия участникам необходимо будет представить определенный управленческий проект, который позволит непосредственно решить проблемы, обозначенные в данном случае в кейсе. Ну и в целом, исходя из материалов кейса, где могут быть непосредственно представлены какие-то данные, может быть, мнения, в целом описана ситуация и так далее, команда формулирует проблему или проблемы в данном случае, которые будут непосредственно или которые будут решаться с помощью создаваемого ими проекта, управленческого проекта. Здесь также имеется определенный регламент, то есть в целом на выполнение данного конкурсного испытания у нас предполагается в среднем где-то 4 часа, то есть представление проблемной ситуации в течение 10 минут, формирование проектной группы в течение 10 минут, разработка проекта и его оформление в течение 3 часов, то есть 180 минут. Далее презентация проекта осуществляется в течение 15 минут. Ну и далее предполагается, что в течение 15 минут у членов жюри появляется возможность непосредственно задать вопросы, в данном случае конкурсантам относительно содержания управленческого проекта. Какие критерии используются для оценки данного конкурсного испытания очного тура республиканского конкурса «Лучший директор школы»? Вы видите, что критериями здесь выступает целых 5. Это определение проблемы и целей проекта, это убедительность и аргументация предлагаемых управленческих решений, это инновационный подход к решению поставленной проектной задачи, полнота, реализуемость и реалистичность проекта, коммуникативная культура и вклад каждого участника в разработку и презентацию проекта. Вы видите, что здесь достаточно большое количество аспектов, да, на которые в данном случае члены жюри будут обращать внимание при выставлении оценок по каждому из критериев. Хочу обратить ваше внимание на инновационный подход к решению поставленной проектной задачи. То есть члены жюри будут обращать внимание на то, как акцентированы в данном случае новый аспект обсуждаемых профессиональных вопросов, продемонстрирована ли участниками перспектива позитивных изменений, возможно, в случае реализации данного проекта, разработан ли в данном случае управленческий проект с учетом современных моделей, технологий, методов, средств управления общеобразовательной организацией и так далее. Ну, а на остальных критериях я не буду останавливаться, тем более, что они в положении достаточно подробно в данном случае представлены и описаны. Ну и уже такое традиционное для Республики Коми непосредственно конкурсное испытание, которое мы уже будем 3-й год проводить в данном случае в рамках реализации данного конкурсного испытания для директоров школ, это разговор с министром. И цель в данном случае этого конкурсного испытания заключается в оценке экспертной деятельности конкурсанта в вопросах государственной политики в сфере образования. Формат в данном случае – это круглый стол, да, министра с участниками очного этапа конкурса. И в данном случае министр самостоятелен в определении того круга вопросов, которые он будет непосредственно задавать конкурсантам, но все они будут как раз касаться вопросов государственной политики в сфере образования, будут касаться непосредственно реализации национального проекта образования и не только. Критерии, которые будут использоваться для оценки конкурсного испытания в данном случае, это 4 критерия. То есть первый критерий – это осведомленность, либо компетентность в вопросах государственной образовательной политики и современных тенденций развития системы общего образования России, умение соотносить актуальные проблемы образования с реальными условиями функционирования общеобразовательных организаций, ну и 2 параметра, которые тоже будут оцениваться, это, конечно же, умение вести конструктивный диалог и личностные качества. И вот здесь, конечно, вы можете обратить внимание на примерное содержание
данных критериев, то есть какие аспекты будут оцениваться, да. Например, в личностных качествах это демонстрация определенной уверенности, это владение собой, это может быть определенная настойчивость в отстаивании своей точки зрения при соответствующей аргументации. Это может быть какая-то импровизационность, находчивость и так далее. Это, конечно же, культура речи и поведения, которая может проявляться и в эмоциональной окрашенности речи и так далее, и так далее. То есть вот на эти аспекты мы хотели бы, в частности, обратить в данном случае ваше внимание. Итак, резюмируя, я хочу сказать, что на очном туре республиканского конкурса «Лучший директор школы» у нас предполагается проведение 3 в данном случае очных мероприятий. Потенциально пока они запланированы в 2 дня, поскольку у нас представление управленческого опыта из расчета непосредственно полчаса для каждого конкурсанта осуществляется. Ну и, конечно же, сам проект, в данном случае он тоже достаточно емкий по времени и так далее. Но, как я уже обращал ваше внимание, что мы будем ориентироваться в целом на сложившуюся ситуацию, и уже всем участникам, конечно же, мы направим информацию более подробную, в том числе и по очному туру данного республиканского конкурса «Лучший директор школы». На некоторые моменты мне хотелось бы обратить ваше внимание, они, в общем-то, касаются конкурсных испытаний именно заочного тура. Текст публицистической статьи, это 2-е конкурсное испытание заочного тура, да, должен быть выполнен в формате Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, используется полуторный межстрочный интервал, поля при этом стандартные, то есть слева 3 см, справа 1,5, сверху и снизу по 2 см и так далее. И дальше в тексте, перед самим текстом публицистической статьи необходимо указать ее название, автора, должность и место работы. И как я уже обращал ваше внимание, в тексте публицистической статьи могут быть представлены таблицы, схемы, фото, рисунки, диаграммы и так далее, которые оформлены в соответствии со стандартными требованиями ГОСТ по, в данном случае, написанию непосредственно статьи. Хотелось бы рекомендовать не увлекаться использованием именно таблиц, схем и так далее, которые могут действительно быть информативными, но, конечно же, хотелось видеть не только таблицы, схемы, рисунки, но еще и прочитать текст, относительно демонстрирующий непосредственно анализ той информации, которая размещена в данных непосредственно графических и иных образах. Если говорить о видеоролике, то здесь он должен быть создан с возможностью воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств, и, соответственно, он должен быть оформлен информационной заставкой, по сути, участника образовательной организации. Да, вы можете непосредственно, опять же, в данном случае зафиксировать фамилию, имя, отчество конкурсанта, его должность непосредственно образовательной организации. Обращаю ваше внимание, что продолжительность видеовыступления в соответствии с положением, да, о данном конкурсе должна составлять не более, извините, 7 минут. Не более 7 минут. Еще несколько моментов, которые связаны уже с порядком определения и награждения участников и победителей конкурса, а также с сопровождением непосредственно конкурса, ну и также по тем специалистам, которым будут сопровождать республиканский конкурс «Лучший директор школы». Итак, жюри оценивает конкурсные материалы заочного тура в баллах на основании критериев, которые мы с вами рассмотрели, и формирует рейтинг участников конкурса. По итогам заочного тура конкурсанту выставляется непосредственно оценка, представляющая собой сумму средних арифметических значений за 2 конкурсных испытания, начисленных всеми членами жюри. То есть каждый конкурсант за каждое конкурсное испытание заочного тура получает непосредственно среднеарифметическое значение, да, по оцененным, так скажем, членами жюри, в данном случае того конкурсного материала, который был им представлен. Ну а в итоге, по итогам заочного тура, фактически у нас за 2 конкурсных испытания мы суммируем непосредственно те баллы, которые он получил. Именно это значение по 2 конкурсным испытаниям
и ляжет в основу формирования рейтинга участников. Оргкомитет на основании рейтинга по результатам заочного этапа определяет состав участников очного этапа конкурса, то есть не более 8 участников, занявших в рейтинге с 1 по 8 место. При недостаточном количестве участников, то есть если в данном случае у нас участников будет меньше, чем, например, 10 человек, либо даже 8 человек, оргкомитет вправе определить состав участников в меньшем количестве с учетом особенностей конкурсных испытаний очного этапа. Ну и по итогам очного тура конкурсанту выставляется оценка, представляющая собой сумму средних арифметических значений за 3 конкурсных испытания, начисленных непосредственно членами жюри. И оргкомитет на основании рейтинга по результатам очного этапа определяет победителя, призеров и участников конкурса. Конкурсант очного этапа, имеющий наивысший рейтинг, согласно оценкам жюри, объявляется абсолютным победителем конкурса с присвоением почетного звания «Лучший директор школы». В случае равного рейтинга конкурсантов абсолютный победитель будет определен решением оргкомитета. Абсолютный победитель конкурса награждается дипломом победителя, то есть дипломом за первое место министерства, и денежным призом в размере 30 тысяч рублей. Призеры конкурса будут награждены дипломами победителей 2 и 3 степеней соответственно. Это диплом будет министерства, ну а все участники конкурса будут награждены сертификатами участников конкурса. Хочу обратить ваше внимание, что информационное сопровождение конкурса осуществляется на сайте Коми Республиканского института развития образования. Как правило, вся информация, она представлена либо в анонсах, да, о предстоящих мероприятиях, либо в новостях о прошедших мероприятиях, либо в новостях мы размещаем какую-то актуальную непосредственную информацию, связанную с данным конкурсом. Ну и, конечно же, на сайте «Профессиональные конкурсы» вы видите непосредственно ссылки и на тот, и на этот конкурс, на ту и другую страничку в данном случае. И на сайте «Профессиональные конкурсы» есть самостоятельный раздел «Республиканский конкурс «Лучший директор школы». Ссылку на него вы также видите. Сопровождение в целом конкурса осуществляет в данном случае Центр научно-методического сопровождения программ проекта в области образования. Вы видите, к каким специалистам вы можете непосредственно обращаться. Также вы можете звонить по телефону 28 60 11 в городе Сыктывкаре, код города Сыктывкар 8212, добавочный, соответственно, 339, либо 312, и специалисты прокомментируют, проконсультируют при необходимости, проинформируют о данном конкурсе, об особенностях его участия, либо ответят на возникшие у вас в данном случае вопросы. Также можно обращаться по участию в данном конкурсе к проекту по научно-методической работе Гавриловой Марине Анатольевне. Также мы ожидаем в данном случае от вас письма, на которые мы сможем ответить. И в заключении нашей встречи мне хотелось бы как раз еще раз обратить внимание на сроки проведения конкурса. Итак, 15 июня данный конкурс у нас с вами стартовал. Мы принимаем заявки конкурсного материала заочного этапа конкурса по 31 августа включительно. Ссылка, по которой вы можете загрузить непосредственно конкурсный материал, представлена внизу. И также она размещена в новостной информации по конкурсу, на сайте «Профессиональные конкурсы» и в самом положении. С 17 августа по 11 сентября 2020 года у нас будет осуществлена экспертиза конкурсных материалов заочного тура, и до 17 сентября будет определен состав конкурсантов очного тура республиканского конкурса «Лучший директор школы». Ну и пока мы запланировали на 29-30 сентября 2020 года проведение очного этапа конкурса. И хочу еще раз обратить ваше внимание, что если ситуация как-то изменится и так далее, и при определенных обстоятельствах не позволит нам провести запланированный очный этап конкурса, то естественным образом мы будем уже решать задачу в данном случае
проведения этого этапа в ином формате, о чем мы обязательно сообщим всем конкурсантам. Я благодарю вас за внимание. Если у вас остались вопросы, вы можете еще раз, обращаю ваше внимание, позвонить либо нам написать. Мы обязательно на них ответим. Всего доброго. Мы приглашаем всех принять участие в этом конкурсе. И, конечно же, надеемся, что директора общеобразовательных организаций республики откликнутся на наше предложение. До свидания.